В эфире программа «Новости IT». Здравствуйте. Сегодня начнем вот с какой темы. За пандемией техновойна между Штатами и Китаем как-то отошла на второй план. Большинство вообще забыли об инциденте, а противостояние между тем продолжается. Причем с большими усилиями. Tesla подает в суд на китайского разработчика электрокаров, якобы за кражу разработок. Китай же, в свою очередь, все больше и больше заменяет западные технологии отечественными. И вот США добрались до социальных сетей. Великий китайский фаервол привел в свое время к созданию популярной площадки – TikTok. Идея такой соцсети настолько понравилась пользователям со всего мира, что, к примеру, в России даже бабушки смотрят видео. Правда, не на самой площадке, а пересылают их друг другу в сторонних чатах, но все же. Так вот, TikTok могут запретить в Америке. Оправдание такому решению простое, но проверенное годами. Госдеп опасается, что данные их граждан могут попасть в руки китайских властей. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News. По словам дипломата, пользоваться этим сервисом он бы посоветовал только тем, кто хочет, чтобы их данные оказались в распоряжении Коммунистической партии Китая. Это уже не первый раз, когда власти Соединенных Штатов говорят об угрозе со стороны технологических компаний КНР. Достаточно вспомнить пример Huawei, которая из-за запретов со стороны Вашингтона лишилась права пользоваться платформой Android. И TikTok не впервые держать удар от властей других стран. Приложение забанено в Индии. Его, как и еще 59 других китайских IT-проектов, посчитали наносящим вред суверенитету и целостности Индии, безопасности государства и общественному покою. А кроме того, во вторник TikTok оказался в центре еще одного политического сюжета. Из-за резонансного закона о национальной безопасности Китая сервис исчезнет из Гонконга. С отказом от восточного рынка не дремлет и Google. Они завершают попытки открыть там облачные сервисы. Проект по их развитию назывался «Изолированный регион». Но эксперты предположили, что в связи с ростом геополитической напряженности от этой идеи лучше всего отказаться. При этом Google, конечно, опровергает такие мотивы и заявляет, что компания вообще не предполагала облачные сервисы на территории КНР. Изолированный регион был лишь одним из вариантов. Но в чем здесь, собственно, опровержение, видимо, понятно лишь самой компании. А в Японии решили проблему со зрителями на спортивных массовых мероприятиях. Как известно, люди на трибунах всегда влияли на дух спортсменов. В зависимости от криков толпы матч зачастую поворачивается в ту или иную сторону. Но как быть, если посещение игры любимой команды под запретом? Ответ на этот вопрос нашли японские инженеры. Во вторник перед матчем против Rakuten Eagles на пустующих трибунах 40-тысячного стадиона появились роботы. Более 20 механизмов исполняли танец, который обычно танцуют болельщики ястребов. Здесь были представлены гуманоидные и четвероногие роботы. На некоторых были надеты бейсболки Fukuoka SoftBank Hawks, другие размахивали официальными флагами клуба. Вдохновленная столь мощной поддержкой команда в итоге выиграла матч. Игра завершилась со счетом 4-3 в пользу хозяев. Начало нового бейсбольного сезона в Японии было перенесено на 3 месяца из-за коронавируса. Он стартовал лишь 19 июня при полном отсутствии болельщиков на трибунах. Однако уже в эту пятницу в стране будут смягчены ограничительные меры, и профессиональные футбольные и бейсбольные матчи смогут посещать до 5000 человек. Премьер Михаил Мишустин призвал компании развивать бизнес в сфере IT. В ходе пленарного заседания «Цифровые перемены» глава Кабмина заявил, что в качестве основного ресурса будущего России необходимо поддерживать молодых людей, в том числе и школьников, которые с помощью инноваций помогают стране выйти на более высокий уровень экономического развития. В свою очередь, вице-президент Telegram Илья Перекопский отметил, что в России и Восточной Европе есть целая армия талантливых программистов. Однако им сложно раскрыть свой потенциал из-за необходимости платить налоги таким корпорациям, как Apple и Google. Перекопский призвал Россию принять участие в антимонопольных расследованиях в отношении этих компаний. Фактически сегодня отрасли дан, если хотите, карт-бланш. Призываю все компании использовать новые возможности и льготы, развивать свое дело и создавать новый бизнес, который будет успешно конкурировать на глобальном рынке. И в аккурат к этому Дуров заявил, что выпустит большую статью, в которой расскажет, как Apple убивает новые разработки. По его мнению, купертиновцы буквально душат разработчиков 30% комиссии за размещение. Кроме того, 4 года назад Павел попытался запустить в Telegram платформу для создателей игр.
План провалился. Apple запретила запуск игровой платформы, сославшись на свои правила. И Телеграму пришлось убрать уже созданный каталог игр. Выход, по его словам, следующий. Обязать Apple предустанавливать альтернативные магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию. Глобальная трансформация происходит на рынке труда. На фоне пандемии тотальная нагрузка пришлась на интернет-ресурсы. Многие компании до сих пор работают удаленно. Более того, в нашу жизнь стремительно ворвалась автоматизация. К чему приведут такие технологические шаги? Смогут ли роботизированные системы заменить настоящих специалистов? Об этом следующий материал. Инженер-разработчик одной из петербургских компаний Сахая Бурнашова проектирует модем для системы телеметрии прямо у себя дома. На удаленке девушка уже 3-й месяц к онлайн-формату работы привыкла и видит одни плюсы. На эффективность никак не сказалось, наоборот, объемы работы возросли. Но мы справляемся, нам очень удобно. Мне лично руководство даже предложило полностью перейти на дистанционную работу, и теперь я имею возможность работать из Якутска, например. И таких сотрудников на удаленке по всей России насчитывается более 2 миллионов. Тысячи компаний по всей стране перевели свои процессы в онлайн-режим. Эксперты не исключают, что эта тенденция сохранит свои позиции до осени. Все, что касается обслуживающей истории по офисам, это точно просядет отрасль. Что касается профессий каких-то других, я не думаю, что что-то глобально поменяется. Все, что касается офисных сотрудников, я думаю, что просто чуть реже они станут появляться, а профессии не исчезнут. Скорее, вот именно это обслуживающая история. Тем временем компании не только перевели своих сотрудников на удаленный формат, но и постарались максимально автоматизировать задачи. Так, с космической скоростью в нашу жизнь ворвались постаматы, роботизированные колл-центры и RPA-системы. По оценке экспертов, робот пока не сможет полностью заменить специалиста, но выполнить определенные задачи вполне, поэтому расслабляться не стоит. Потихоньку тенденция кусками автоматизировать процесс, она идет. Сейчас она ускорится очень резко, а дальше мы не знаем. То есть все, что имеет добавленную стоимость, где человек может и должен давать вот эту необходимую, чуть больше сложность, чем механика, здесь останется человек. Но человек при этом должен развиваться, собственно. Известный стриминговый сервис Spotify наконец запустят в России. Он должен составить конкуренцию таким мастодонтам, как Apple Music, Google Music и Яндекс.Музыки. Стоимость подписки составит 169 рублей. Сейчас у сервиса порядка 286 миллионов пользователей во всем мире. Из них платные подписки насчитывают 130 миллионов человек. А для всех остальных в сервисе уже появилась русскоязычная реклама. Площадка уже несколько раз пыталась запуститься в России. Последнюю из попыток шведам сорвала эпидемия коронавируса. В России продолжается дистанционный прием документов в вузы. О том, удобен ли такой формат самим абитуриентам и готовы ли учебные заведения продолжить работу в этом ключе и после пандемии. Айсена Бурнашова. Золотой медалист, выпускник Нижнебестягской школы Никита Прохоров хочет связать свою жизнь с геологией и добычей полезных ископаемых. Получать высшее образование молодой человек намерен в стенах Горного университета в Петербурге или геолого-разведочного в Москве. Подавать документы для поступления Никита планирует через онлайн-систему вуза. В чем его плюс огромный лично для меня? Это можно отправить дистанционно, и не нужно ехать туда, волноваться, тратить время. И сразу тебе скажут, можешь ли ты пройти или не можешь пройти. Всего абитуриенты могут подать документы в 5 вузов по 3 специальности в каждом. Нынешний опыт уникален. В России приемная кампания стартовала еще 20 июня до начала проведения единого госэкзамена. То есть абитуриенты имеют возможность подать документы авансом, без результатов ЕГЭ. Это было сделано для того, чтобы не создавать скученности после того, как ЕГЭ будут сданы, и вот этот вот временной период, он будет очень маленький. Наши абитуриенты уже сейчас подают документы, сканируют свои паспортные данные, сканируют данные аттестата, которые они уже получили, и обозначают те ЕГЭ, которые они будут сдавать, и в настоящее время уже сдают.
Как только станут известны результаты экзаменов, их сразу внесут в базу данных. Далее приемная комиссия распределит абитуриентов по рейтингу и сформирует список поступивших ребят. Вузы сейчас работают на пределе своих возможностей эмоционально. То есть если для абитуриента это загрузка документов, то для вуза это обработка, и здесь нужно соблюдать баланс. Это просто новые условия, в которых работаем и мы, наши абитуриенты, и мы должны для них создать максимально комфортные условия, во что бы то ни стало. Помимо интернет-приемных вузов, документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в вуз онлайн. Также воспользоваться почтой или курьерской службой. Приемная кампания продлится до 18 августа. Но не все вузы перешли в онлайн-формат. Исключение составили творческие специальности. Так, легендарное Щепкинское училище или ГИТИС проводят очные прослушивания, естественно, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Студия Supermassive объявила, что интерактивный фильм ужасов The Dark Pictures Little Hope выйдет 30 октября. Дату релиза анонсировали в сюжетном трейлере. Для справки, The Dark Pictures — это серия кинематографичных хорроров, каждый из которых рассказывает самостоятельную историю. Все игры поддерживают одиночный режим и 2 многопользовательских. То есть сетевой кооператив, 2 проходят сюжет, и локальный, до 5 человек играют по очереди. Действие новой части происходит в мрачном городе Литл Хоуп. Когда-то там охотились на ведьм, и теперь в городе обитают страшные призраки. Главные герои — 4 студентов и преподаватель. В зависимости от ваших решений, каждый из 5 персонажей может либо погибнуть, либо выжить. Предзаказчикам The Dark Pictures Little Hope полагается ранний доступ к режиму версия куратора, где собраны дополнительные сцены, другие играбельные персонажи, новые дилеммы и последствия. Покричать от испуга в монитор можно будет на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!